Александр Николаевич, уважаемая группа, я хочу сегодня поделиться с вами о показателях урожая 2021 года и как мы реализуем произведенную продукцию. 2021 год для нас оказался очень удачным. Мы могли собрать огромное количество меда. По итогам работы 2021 года основная зимовалая семья собрала у нас 118 килограммов товарного меда, а семья рекордистка, темная лесная среднерусская пчела, собрала 140 килограммов меда. Мы сделали 4 откачки меда. Тут у себя откачали чисто липовый мед, монофлерный липовый мед. Мы купили платформы, Уфа, Башкортостан выпускает. Потом грузим пчелосемей в эти платформы и едем на Ульяновские поля. Там было посеяно в 2021 году 300 гектаров фацелий в 2 срока. 1 мая и 14 мая 180 гектаров. 1 мая было посеяно 120 гектаров, 14-15 мая. Было посеяно 200 гектаров гречихи и 500 гектаров подсолнечника. Мы могли получить 4 вида монофлерных медов. Чисто липовый мед у себя тут, чисто фацелиевый мед, чисто гречишный мед и чисто подсолнечниковый мед. 30 лет тому назад я кочевал в Шамушинский район на Дольник. Тогда мы собрали 100 килограммов товарного меда. Тогда был для нас это очень большой показатель. А теперь 140 килограммов. Но я понимаю, для Чувашии это космос. По реализации есть у меня очень хороший великий друг Тагир Гаптелхабирович, Татарстан. Он купил вот такое оборудование турецкое, фасует по 10 граммов. Тут чистый липовый монофлерный мед. И этот мед мы продаем по цене 14 рублей, тут 10 граммов. Килограмм меда у нас получается, продается за 1400 рублей. На озере Байкал мы работаем с туристами. Вот маленькие медведи, бурый медведь, тут чисто гречишный мед. В пересчете на 1 килограмм мед в такой посуде опять с туристами работаем. Это туристы покупают за такую цену из расчета 1200 рублей. А вот чуть побольше тоже чисто фацелиевый мед, чисто гречишный мед, чисто вот липовый мед. Чисто липовый мед, они чуть-чуть отличаются. Липовый чуть пожелтее. Мед в таком виде: половина фацелиевый мед, половина гречишный мед. Продается по цене 1000 рублей за килограмм. Вот в таких посудах, в стеклянных посудах. Я сторонник стеклянной посуды. Но когда на Байкал отправляли, 200 штук вот таких транспортной компании просто разбила. Очень жалко было. Такой мед превратился в труху. И поэтому мы перешли вот на такие пластиковые посуды, потому что эта пластиковая посуда не бьется. Что ты говоришь, 5000 километров довести, это сложный вариант, поэтому в пластиковых посудах продается. На озере Байкал продается также вот в таких посудах. Вот озеро Байкал написано, вот оператор, вот озеро Байкал. Вот написано озеро Байкал. Вот такое продается тоже посуда. Озеро Байкал. Дикий мед планируем. Дикие пчелы, они 2 роя в 1 улей свалочный. Получается 2 роя в 1 улей. Будем получать дикий мед. Дикие пчелы собирают дикий мед без вощины, без ничего. Также продается вот такой мед в сердечках. Это уже подсолнечниковый мед, он желтого цвета. Эти сердечки мы делаем сами. Вот Вячеславу Федоровичу Кожухову большое спасибо. Он мне очень сильно помогает.
советами, делами и так далее. Вот делаем в таком виде форму, потом навощиваем вощину, вощину навощиваем, и получается, конечно же, результат вот так, мед в таком виде, сердечки. Прополис продается вот в таком виде. В Ульяновске очищают прополис. Тут 50 граммов, продается по 300 рублей, грамм 6 рублей. Уважаемые пчеловоды, когда собираете прополис, будьте поаккуратнее и вообще не поливайте бипином. Вы поливаете бипином, вводите туда яд такой, аметрат, а потом собираете прополис. Получается, это у вас некачественный, плохой прополис. Поэтому собирайте мед, прополис хорошего качества. Ну, продается у себя тут вот в таких посудах обручальных, тоже для свадьбы и так далее. Есть вот такие посуды обручальные. Есть вот побольше. Из веки веков дарили молодым на свадьбе вот таких бочатах. Это еще 17 века идет мед. И поэтому называют медовый месяц. Почему называется медовый месяц? Дарили молодым на свадьбе 3-4 килограмма меда. И этот мед они должны были съесть в течение 1 месяца, чтобы в момент зачатия ребенка потом ребенок родился счастливым, здоровым. Поэтому называется медовый месяц.